XX веке чеченцы – третий народ по степени истребления, после евреев и цыган. Збигнев Бжезинский, американский политолог. Морозным утром 23 февраля 1944 года все взрослые были вызваны в места коллективных сборов. Клубы, школы, на городские и сельские площади. Мужчин было не так уж много, шла война. Был день Красной Армии, и люди, ничего не подозревая, пребывали в праздничном настроении. Но кощунство советской власти было настолько иезуитским, что как раз государственный праздник и был использован в качестве предлога для кровавого преступления. Так с коварства и подлости началась чудовищная акция. По всей территории Чечено-Ингушетии на фоне нацеленных автоматов и пулеметов оглашался указ-приговор о депортации чеченцев и ингушей. Затем более чем 100-тысячный контингент специально организованных для этой акции русских солдат бесцеремонно начали врываться во все дворы мирного, беззащитного и безоружного чеченского и ингушского населения. На сборы жертвам этой варварской акции давалось всего от 10 до 15 минут. После этого всех тех, кто был не в состоянии быстро подчиниться, то есть немощных стариков, детей и женщин, выгоняли из домов. Больных сбрасывали с больничных коек. За проявление недовольства – расстрел. За попытку к бегству – расстрел. За неправильно понятый приказ – расстрел. Приказы объявлялись по-русски, хотя многие чеченцы этот язык не понимали. После расправы над обманутыми началась охота за оставшимися жителями. Русские солдаты, натренированные государством, чтобы унижать и убивать мирных людей, рыскали повсюду. После первых же дней этой варварской акции убитыми людьми были усеяны горы и равнины, города и села. Их находили везде: в опустевших домах, в постелях, во дворах, на дорогах, в окрестностях сел, на опушках леса. Русские убивали чеченцев везде, подрывали на минах, сажали на кол, отрезали головы, сжигали, топили, травили. Пригодные для употребления продовольственные припасы обливались керосином и сжигались, а вместо них разбрасывалась отравленная пища, жертвами употребления которой становились преимущественно голодные дети. Только в одном Галанчевском районе в дни осуществления акции выселения было убито более 7 тысяч чеченцев. Транспортабельную, по определению русских, часть населения отправляли на железнодорожные станции, а там сразу же погружали в холодные эшелоны для перевозки скота. Многократно переполненные вагоны были забиты мужчинами, женщинами, детьми, стариками, невзирая на их пол, возраст и культурные традиции чеченцев и ингушей. И, начиная с вечера 23 февраля, эшелоны, забитые до отказа невольниками и людьми, осужденными на жестокое страдание, начали отправлять на восток, в Казахстан, Киргизию, Западную Сибирь. На заснеженной дороге смерти, которая продолжалась до 20 суток, остались лежать тысячи трупов. В первые морозные недели депортации от голода, холода и болезней погибло около 70 тысяч человек, а те, оставшиеся в живых, были вне закона. После выселения, пожалуй, не было тюрем и концентрационных лагерей в СССР, где бы ни находились чеченцы. Всего за весь период изгнания погибло около 200 тысяч чеченцев и 30 тысяч ингушей. Погиб почти каждый второй чеченец или ингуш. И 29 тысяч чеченцев-акинцев, проживавших в Дагестане, погибло 20 тысяч человек. Народ уничтожался не только физически, уничтожалась и сама память о веками живших на своей земле чеченцах. В Грозный со всех концов республики свозились древние рукописи, религиозно-философские трактаты,
древние манускрипты чеченцев и ингушей о своем происхождении, литература из частных библиотек и архивов. Все эти бесценные документы несколько суток сжигали в центре города, пытаясь в пламени огня уничтожить историческую память чеченского народа. В горах уничтожались древние этнографические памятники, кладбища, сотни тысяч надгробных стел безжалостно разбивались на части и вывозились для строительства дорог, мостов и хозяйственных построек. Специальные отряды НКВД были откомандированы в горы для уничтожения национальных памятников чеченской архитектуры. Зияудин Мальсагов, 1913 года рождения, в 1944 по 1957 годах находился на службе в НКВД. Он свидетельствует. Здесь приводятся только задокументированные и ставшие достоянием гласности данные о русских зверствах против мирного чеченского населения. Совершенно очевидно, что расследованные факты – это лишь незначительная доля тех масштабов русских злодеяний 60-летней давности. Однако даже эти широко известные в Чечне и неизвестные на Западе факты дают исчерпывающую картину, почему чеченцы не могут забыть и никогда не забудут, и тем более не простят эти преступления. Высокогорное селение Ялхорой. В этом месте русские солдаты расстреляли 86 чеченцев, уже пригнанных на сборный пункт для депортации. Высокогорное селение Хахелги, общество Эхха. В местечке между Зингала и Бийци русские солдаты расстреляли немощных стариков, мужчин, женщин и больных, силы отобранных у близких, которые транспортировали их на себе. Всего было расстреляно 32 человека. Чеберлоевский район, озеро Кизиной-Ам. Здесь было осуществлено массовое затопление нетранспортабельной части населения. Точное число потопленных чеченцев неизвестно. Итум-Калинский район. В этом районе русские солдаты, чтобы не утруждать себя вопросами транспортировки, да и потехи ради, забрасывали гранатами и бутылками с зажигательной смесью дома с больными людьми. Точное число убитых чеченцев неизвестно. М.А. Амиров, житель села Алхазурова, свидетельствует. Летом 1944 года Иб Алхастов из Хылдехароя и Тум-Калинского района со своими товарищами переправлялся через горы Пешхоя. В одном месте они наткнулись на следы преступлений советских войск. На дне многометрового отвесного обрыва они обнаружили 12 тел мирных жителей со следами штыков и пуль. В их числе была женщина с ребенком. Девочка около 3 лет. Штык, воткнутый в спину женщины, вышел через спину этой девочки. Высокогорный район Малхиста. Здесь русские солдаты сгоняли чеченцев в пещеры и уже там истребляли их. Точное число жертв русских расправ не установлено. Ножа-Юртовский район. В этом районе русские солдаты предпочитали засовывать чеченцев в кукурузные сапетки и, облив бензином, заживо сжигать. Точное число сожженных чеченцев неизвестно. Высокогорное селение Пешха, недалеко от Нашха. В морозные февральские дни 1944 года русские солдаты в пещере Шен-Таулакхех расстреляли 80 человек, детей, женщин и стариков. Высокогорное селение Малхисты. Расстреляно более 300 человек нетранспортабельной категории. Урус-Мартан, районная больница, 23 февраля 1944 года. В этот трагический день больные, собранные из ближайших населенных пунктов, были доставлены в эту центральную Урус-Мартановскую больницу. В общей сложности набралось 72 больных, которые затем живьем были сброшены во враг, расположенный в 10 метрах от здания больницы и засыпаны мусором.
Общество Терлой, населенный пункт Арстах. Русскими солдатами было осуществлено здесь массовое истребление группы немощных чеченцев. Общее количество истребленных людей не установлено. Ачхой-Мартановский район, на юге селения Валерик. В этом месте был зверски убит Висита Анзоров, скрывавшийся в надежде спасти своего 10-летнего сына. Русские солдаты отрезали голову Висите, а 10-летнего мальчика взяли в плен. Затем русские принесли голову Виситы к мечети селения Шалажи и на площади села, перед мечетью, играли в футбол, используя вместо мяча голову Виситы. Отчаявшийся 10-летний сын нападал на играющих солдат, хватался за окровавленную голову отца, пытаясь отобрать ее у солдат, но затем и его русские стали гонять по площади вместо мяча. Галанчош, недалеко от поселения Гамие. Здесь, вблизи Галанчошского озера, в процессе депортации безжалостно было расстреляно 600 детей, женщин и стариков и брошено в озеро. Район Галанчош, селение Хайбах. Здесь 27 февраля 1944 года русские солдаты заживо сожгли около 700 или 750 человек, преимущественно детей, женщин и стариков. Люди, совершившие это злодеяние, были награждены правительственными наградами. Сожжены были больные, престарелые, женщины и дети. Самому старому было 110 лет, а самым маленьким малышам несколько часов от рождения. Зияудин Мальсагов свидетельствует: в Хайбахе в конюшне собрали людей со всех окрестных сел. Офицер НКВД приказал тем, кто не может идти, зайти в помещение. Здесь собрались старики, женщины, дети, больные, а также здоровые люди, присматривающие за больными и престарелыми родственниками. Это происходило на моих глазах. Всех остальных жителей района через селение Ялхарой под конвоем отправили в село Галашки и оттуда до железнодорожной станции. Примерно в промежутке с 10 до 11 часов, когда увели здоровую часть населения, ворота конюшни закрыли. Слышу команду: «Огонь!» Вспыхнул огонь, охватив всю конюшню. Оказывается, все заранее было подготовлено и облито керосином. Когда пламя поднялось над конюшней, люди, находившиеся внутри конюшни, с неестественными криками о помощи, выбили ворота и рванулись к выходу. Тут же из автоматов и ручных пулеметов начали расстреливать убегающих людей. Выход у конюшни был завален трупами. Магомед Гаев, 1931 года рождения, свидетельствует: даже на далеком расстоянии было заметно, что в селе творится что-то страшное. Сотни голосов, слившись воедино, превратились в один жуткий, нечеловеческий крик. Это были крики сжигаемых людей. Насербек Ганашев рассказал следующую историю. В вагоне-телятнике было тесно, лежать было негде. Люди с трудом умещались сидя, поэтому приходилось лежать по очереди. Отдыхали только тяжело больные. Болели многие, особенно дети. Помню, очень плохо в тот злополучный день было 5-летнему мальчику. У него был сильный жар, он просил пить. На одной из станций нашего эшелона мать этого мальчика подвела его к заглянувшему в вагон офицеру. Она просила позволить набрать хотя бы снега для сына. К мольбам женщины присоединились и находившиеся в вагоне старики. И тогда военный схватил плачущего ребенка и сошел с вагона. Мы все с облегчением подумали, что он хочет напоить его, но вместо этого офицер швырнул ребенка в кузов одной из машин с трупами, крикнув: «Все, теперь вода не понадобится». Бедная мать ребенка кинулась к машине, но раздавшийся глухой выстрел остановил ее навсегда. Тогда на убийцу кинулся старший сын, но и его постигла та же участь. Его расстреляли в упор. За 13 дней пути только из одного нашего вагона вынесли 24 трупа.
Из большого количества смертей не все тела увозили. Многие трупы оставляли лежать вдоль железной дороги, так и не погребенными. Другой ужасный случай рассказала Сайдат Муртазалиева, уроженка Гудермеса. В те холодные дни мне было 8 лет, но, несмотря на свой возраст, я хорошо понимала, что нас везут в ссылку. В нашем вагоне, если его можно так назвать, потому что больше он был похож на заброшенный свинарник, в основном были женщины. И была среди нас одна женщина, уже не помню, как ее звали, которая должна была с минуты на минуту родить. Ночью у нее начались схватки. В полной антисанитарии женщина родила 2 прелестных близняшек, мальчика и девочку. На утро, когда начали выносить трупы, от военных она спрятала младенцев под мешками с песком. Но плач девочки выдали бедную женщину. Чтобы спасти мальчика, женщина сама отдала в руки извергам маленькую девочку, которую офицеры до смерти забили ногами. До сих пор не могу понять, как такое возможно сделать. Не могу даже представить, что она пережила в то утро. Но на лице у нее даже не было слез. Их она растратила несколькими днями раньше, когда убили ее мужа и 2 братьев. У нее больше никого не было, кроме новорожденного мальчика, которого она спасла ценой жизни своей дочери.